Следующий залог совместно взаимный. Он имеет два значения. Первое – совместное действие. Участие в каком-либо действии. Второе значение – какое-либо взаимное действие. Взаимное действие. Образуется при помощи присоединения аффикса «ш», если основа заканчивается на гласный, а если на согласный, то перед «ш» появляется гласная. Аш, там, ыш, уш, иш, если на согласную. Например, слово санар – считать. Основа сана заканчивается на гласную, значит, глагол совместно на взаимном залоге будет санажир. Совместно считать. Помогать считать. Участвовать при счете. Санажир. Вот. Теперь рассмотрим случаи, когда основа заканчивается на согласный. Слово ойяр – обходить что-либо. Основа ее ой заканчивается на краткую и согласную. Значит, присоединяется аффикс «ш». Оюш. Оюш. Основа следующего. Основа совместного взаимного залога будет оюш. Но полный глагол будет ойжур. Почему это произошло? Потому что если основа заканчивается на краткую эй, г, щелевую переднюю, и р, и аффикс, и в аффиксе имеются узкие гласные, и после аффиксов имеются также слог с узкой гласной. Вот в этом случае, например, ояр, оюш, у. Узкая гласная. У-о. Широкая о. У-о. Но здесь узкая. Ойжур. Следующий слог тоже начинается с узкой гласной. Поэтому у выпадает, а ш переходит в ж, означается ойжур. Совместно обходить что-то. Помогать обходить что-то. Ойжур. Кирер, например, входить. Основа кир. Совместно взаимный залог кириш. Полный глагол киржир. Совместно входить во что-то. Вообще на русский язык переводится как участвовать. Если же основы заканчиваются на л, м, н и н сонорные, то аффикс ш переходит во звонкую дж. Как мы уже разобрали, после сонорных согласных ч переходит в дж. Например, алр. Основа ал. Аффикс ыш. Полный глагол альджр. Альджр. Совместно брать что-то. Хюмер. Полный глагол хюмджир. Помогать закапывать что-то. Закапывать, помогать закапывать что-то. Хюмджир.
Сыңар — вмещаться во что-то. Сыңжыр — совместно во что-то, во что-то вмещаться. Сыңар, сыңжыр. Еще глагол поданыр. Основа подан. Поданжыр. Совместно думать, размышлять. Поданжыр. В тех случаях, когда основа и аффикс совместно взаимного залога образуют сочетание звонких букв виш, душ, рыш, зыш, зищ, то вот эти буквы звонкие оглушаются, гласная, беглая гласная пропадает, буква ша переходит ч в смешанную букву ч. Происходит взаимное влияние согласных. Например, товар, искать, основа глагола, т плюс аффикс, таваш, ваш. Полный глагол, значит, будет тапчер. Помогать, искать что-то, помогать найти что-то. Тапчер. Тудар. Основа тут. Плюс уж. Тудуш. Полный глагол. Тутчур. Перешло звон в глухую. Здесь тутчи, здесь тутчи. Тутчур. Вместе держать. Помогать держать что-то. Рыш. Например, согар. Согуш. Полный глагол. Сокчур. Согар — ударять. Сокчур — взаимно ударять, бить. Или совместно бить и ударять. Сокчур. Рыш. Здесь перешло в хч. Сокчур. Зыш. Например, кезер — резать. Кезиш — полный глагол. Кезчир. Кезчир. Эсча. Совместно резать что-то. Помогать резать что-то. Участвовать. Вот.